Я продолжаю. Короче, у нас дождик прошелся, но зато смотрите, небо, солнышко появилось. Вот отражение. Ну что, идем вовнутрь, там где-то должен быть. Начнем со стороны елочки. Как всегда, с левой стороны. Центральный вход, откуда я вышел оттуда. Так, второй этаж, нам еще выше. Сейчас я вам покажу. Вот welcome to the... Ну да, это в апреле вообще красотища, фантастика. Бамбук, сакура, зелень. Вот здесь это солнышко пробивает сейчас. Вот так вот сейчас. Вот. Это в августе, это вообще минари, у меня где-то видео должен быть. И осень. Осень, клен, конечно. Ну что, поднимаемся еще выше. Это информационный центр. Нам выше надо. Поднимаемся выше. Ой, и иногда снег бывает у нас в Киото. Открытые кафешки. Все протирается, дезинфицируется. Все продувается открыто, видите, здесь. Идем дальше. Так. Еще поднимаемся. Тут кафешки тоже. Горы. Тут елка была, когда я уезжал в 98 году. Что-то в этом году нет елочки. Может, в другом месте? Так, а вот лестницы. Ну, как солнце пекет. Сейчас посмотрим. Это у нас будет южная сторона. Южная сторона. Ну, это надо спускаться. Мы летом здесь устраивает соревнования, кто быстрее поднимется до 9 этажа, по-моему. Так. Идем дальше. Дождик идет. Оказывается, вечером вот такая подсветка. Видите? Это лестница, где я поднимался на 12 этаж. Дед Мороз едет с санями, с подарками. Это надо вечера дождаться и можно заснять. Так, ну что, поднимаемся. Зеркальное отражение с двух сторон. Окна зеркальные. Работница станции протирает после дождя перилы. Так, отражение Киото Тауэр в зеркале.
все, элеватор закончился. Теперь поднимемся. Так, на 12 этаж, да? По ступенькам. Тут, наверное, произведение искусств должно быть. По бокам должны быть окна открытые. О, бамбук. Естественно, бамбук. Вот он, бамбук. Значит, free Wi-Fi есть, говорят. Скамеечки. Сейчас я вам покажу окошко, о чем я говорю. Значит, можно любоваться городом. Значит, западом можно любоваться, востоком, севером и югом. Везде открытый полностью информация. Вот, пожалуйста, видите? Вот она. Значит, в той стороне золотой храм 15 камней. Все храмы киотские, которые ЮНЕСКО, вот башня Киото. Значит, это у нас север идет. Так. Вот там против солнца, я думаю, не будем записывать. Там тоже ничего интересного. В основном с Киото Стейшн отсюда начинается, туда все. Так, прерываемся. Нам надо спуститься на 11 этаж и зайти туда, где зеркальная крыша. Все, я здесь показал. Теперь спускаемся на 10 этаж, чтобы попасть сюда. Вот стеклянный этот проход. Это школьники средней школы приезжают специально путешествовать. У них программа посещать все исторические города. Ну, Киото на первом месте стоит. Нам надо пройти туда. Так, работает до 10 вечера. Там здесь рестораны. Ресторанчики. Здесь можно перекусить. Соблюдать дистанцию обязательно. Все протирается, обрабатывается санитайзером. Даже полно людей, видите? Так, вот автомат. Выбиваете вам понравившееся блюдо и вперед. Так. Ну, мы будем кушать дома у нас в кыргызский кесме. И вот о чем я говорил. Skyway с 10 до 10 вечера работает. Вот я о чем говорил, ребят. Вот. И оттуда мы поднялись по элеваторам. Ну, туда на крышу. Я в маске, постоянно в маске. Порядок есть, дисциплина есть дисциплина. Стекло, железо, зеркало. Смотрите. Значит, там внизу. Мы туда не прошли, поэтому. Вот. Там ресторанчики на 10 этаж. Сейчас будет панорамное обзорное место. Сейчас пройдемся. А вот оно уже чувствуется. И это. Смотрите, ковер мягкий. Хорошо, солнышко вышло. Сейчас оно пока не зашло. Постараюсь показать вам. Так, вот он. Так, вот карта. Все написано. И вот, пожалуйста. Снизу мы поднялись. Чувствуется ветер. За
За этим зданием он храм видно, да? Золотая крыша. Списки ЮНЕСКО. Это у нас будет Тодайджи. Вот он написан. Тодайджи. Вот про это я говорю. Видите, золотая крыша? Как-нибудь потом попадем мы туда. Так, сюда мы зашли в Киото этот, на первый этаж. Там все поменялось, поэтому я извиняюсь там. Так, идем дальше. Спускаемся вниз. Это будет у нас восточная сторона. Тут тоже красиво. И тут беседка, наверное, специально для свадебных торжеств. Это школьники танцуют. Видите, как красиво. Тут можно передохнуть, сидеть. Тут пианино стоит. Сейчас посмотрим. Во всех городах мира везде установлены пианино. Можно, кто хочет, тут может подойти сыграть. Вот я про это здесь. Сейчас обойдем лестницу, подойдем. Так, школьники молодцы. Тусуются. Я все-таки для свадебных торжеств специально колокол поколокольничать. Так, значит, мы, ребята, пришли, там уже побывали. С той стороны мы по Skyway пришли сюда. Вот станция вот внизу. Ну, туда мы еще спустимся. Мы сейчас посмотрим северную сторону, где пианино стоит, рояль. Может, кто-то сыграет нам? Ах, жалко, меня в детстве не научили играть на пианино, да? Ну, пожалуйста, можно. Можно играть. Вот. Я-то не умею играть, действительно. Ну-ка. Так, ду. Ой, не забыл, оказывается. Не забыл. Так. Про зайчика с вами сыграл. Так, я вам говорил, да, значит, северная сторона. И храм вот, Тодайджи. Сейчас. Вот. Ну, кто сыграет на пианино? Некому сыграть. Так, пойдемте макет Киото Стейшн посмотрим. Может быть, кто-нибудь сыграет. Все перекуривает. Пожалуйста, Киото Стейшн, да? Модель. Лего, да, знаете, да, из этих фигурки сделано. Ты смотри, блин, это какой труд. Сейчас мы находимся в этой стороне, да? Нет, нам надо обойти. Я ошибаюсь, сейчас надо обойти. Так, вертолетная площадка есть. Так, мы сейчас находимся где-то здесь, наверное. Где-то здесь, да, вот. В этих этажах. Ты смотри, молодцы. Ну, кто сыграть-то? Никто не хочет играть. Никто не хочет играть.
стесняются все. Так, ладно, идем дальше. Спустились мы на этаж ниже. Ну, молодцы японцы. Тут каждое растение прям написано Ябуцукибаки, Химею Субахи, Аоки. На каждое растение инструкция, география или как там, расписано откуда, как называется. Идем вниз. Так, значит, это снова что-то у нас такое ощущение, как будто снег пойдет. Ну, в горах вон на севере все белое, затянутое. Так, сейчас я вам покажу главный вход с этой стороны, да, сейчас. Видно будет или нет? Без стекла. Видите, закрыто, чтобы не прыгали люди. Я имею в виду. Не видно, да, обзора мало. Обзора мало. Так, едем вниз. Едем вниз. Вот, значит, мы поднялись туда, вот на вышку. Там бамбук посмотрели, желтеющий. И едем вниз. Так, я буду стоять, чтобы камера не дергалась. Тут крыша зеленая. Сходим оттуда, вот колокольчик. По этим мы прошлись, вот по туннелю посмотрели. И вот открыто, видите, там кафе, люди сидят, обедают уже. Музыка играет успокаивающая. Так, обещал не двигаться, но все равно одну лестницу я спустился. Так, вот. Спускаемся. Тут настоящие японки. Кимоно, видите, сверху одеты, специальный плащ. Вроде на кимоно. Так, на улице выходить не будем. Спустимся вниз. Там есть город. 2 этажа. Порто называется. Кассы. Так, вот B1. Тут рестораны. Сюда. Подсветки, иллюминация. Багажный сервис, камера хранения. Так. Значит, что это у нас? Так. Там спускаемся. Там Иситан. Универмаг. Тут киоски 24-часовые. Книжный магазин, почта. Еще ниже. Тут вот сувенирчики продаются. Так, спускаемся вниз. Тут посадка. Тоже магазины, на автобус можно, на поезд. Вот, ну, тут целый этот город подземный. Сувениры, магазины. Вот он. О, смотрите, как красиво. К Крисмасу все готовятся.
брендовые магазины, косметика, булочки, выпечка. Как ярко все, прям как красиво, завораживающе. Фантастика, ребята. Фантастика. Тут запах мыла прям чувствуется. Это иностранный магазин, иностранные товары продаются. Так, это универмаг, первый этаж, продуктовые магазины, рестораны. Сейчас Крисмасы, вот красные такие, вот, видите, цветы. Это вот чисто японское, смотрите, оформлено как. Новый год все это. Фонари. Это вывешивается на дверь, на машину можно прицепить. Так. Ну, здесь уже брендовые магазины обуви, одежды, химчистка, аксессуары. О, у нас аж туда, да тут продолжается. Можно все пройти. Тут выход и на ту сторону, в сторону города пойдет. Мне охота, здесь тепло, блин, так приятно пахнет духами японскими, французскими, итальянскими. Все это работает, эти бутики, смотрите. О, нижнее белье. Скажется, парк, ты куда залез, блин? Туалет там женский. Шутки, смотрите. Очки. Ну, выходим, ребята. Это не для нас. Часы, магазин. Так, я прервусь, и мы сейчас пойдем дальше, наверное. Зашел в этот продуктовый отдел универмаг, висит там. Ну, как без этого японского? Вообще, сладкие бобы. Они вкусные, смотрите. Пацан печет. Ну, видишь? Говорит, не надо снимать. Это такие вот, ребята. Так, там рамен можно покушать. Все зайти. Ну, какой нервный, да, попался пацан? Ну, ничего, бывает. Тут все закрыто. Сидят уже, кушают. И тут магазин. В магазин мы не будем заходить. Или зайдем, посмотрим. Обычный продуктовый магазин, как и все магазины. Мясо вам показать, сколько стоит? Так, 100 грамм стоит $20. Хотите верьте, хотите нет. 100 грамм стоит $40. Ладно, не буду вас шокировать. Скажите. Так, ну это продуктовый обычный магазин. Выходим, ребята. Молочный отдел. Скажите, Сапар, что ты нам показываешь? Яйца. Яйца 10 штук. 10 штук. Это 260 йен. $2.70. Так, ладно. Ну, брокколи один для... Так. Подземный город Порто.
середина. Тут все вот указано. Время работы ресторанов и куда идти. Так, там рестораны, магазины. И там рестораны, магазины. И тут камера, пожалуйста. Она фиксирует температуру. 36. Так, если прямо пройти, то будет второй этаж Кёто, башни Кёто. Откуда начнем это все ходить, смотреть? Ну, оттуда сюда, наверное. Этот край посмотрим, чуть-чуть пройдемся. Вот здесь драгоценности, золото продается. Нижнее белье. Тут нижнее белье. Одежда обычная. Ну, да, брендовые магазины. Здесь шире. Везде туалеты. Там начинается посадка на железнодорожную станцию, поэтому здесь с левой стороны камеры хранения. Тут освежает освежители. Пар идет. Вот какие скамеечки, да, приятные. Видите, как сделано, красиво. Вот как сделано. Плитками прям все покрыто. Сумочки кожаные. Так, это мы, значит, туда идет посадка на поезда. Выход. Гостиница, вход. Все это такое темное. Ну да, из-за солнца прохлада, поэтому. Порта сюда вот спускается метро, вход. Наверное, снова будет дождь. Тут стоит храм есть синтаистский. Хэанкю, Райджумон. Образец, вот эти ворота главные поставили, сделали. Нажмите, она будет на английском все показывать. Раджумон. Смотри.
показывает сюда. Понятно. Вся информация, ребята, здесь. В 794-м. Ну, на английском все. Так. Хотель Гравия Кёто. Значит, это северная сторона, вот и Ситан. И пройдемся север-юг на южную сторону. Тут информация про рестораны. Так. Камера хранения платная. Тут карта города полностью. Севен-Левен, 24-часовой киоск. И главный вход на посадку, на платформу, центральный. Центральный вход. Я там внутри был. И напротив елочка. Маленькая, правда, да? Ну, как говорят, на нет и суда нет, я думал, большая, там, оказывается, они иллюминацию сделали. Елочка. Тут раньше можно было выйти, посмотреть, полюбоваться поездами, как они ходят. Ну, закрыто. Тоже подарочный отдел. Сейчас я чисто японское, смотрите. Предлагают, видите? Кланяются. Это все, кто приезжает из других префектур и городов, берут с собой вот такие вот подарочные коробки. Это рис, внутри сладкие бобы разноцветные. Вкусная вещь, шикарная вещь. Тут соки, тут соленья, между прочим, редька, огурцы, баклажаны. Вот, тут, короче, с ума сойдешь. Все это перечислять. Ладно, не буду смущать. Пойдем дальше. Идем дальше. Так, здесь по направлению движения надо нам с левой стороны, как на машине едешь, порядок соблюдать. Ну, какой поток людей. Все куда-то едут. Жизнь кипит. Кипит жизнь. Это же местные линии. Тут на Шинкансен посадка. На Шинкансен. Ну, кому в Токио. Я в Токио езжу на своей машине. Тут расписание полностью. С детьми, с колясками. Тут самый знаменитый Кансай. Этот 551 Го-Го-Ичи, это манты, короче. Сейчас приближу.
долго идти пора. И там манта. Горячие, все хотят очередь. Столпотворения нету, лента, видите, с красной змейкой. И мы выходим на южную сторону. Тут уже открыто. Место для курения там. О, чувствуется похолодание, зима. Молодцы, вот так наши матери бы вот так, да, собираются и путешествуют с чемоданчиками. Дома не сидят, у них смартфоны, вот сейчас там они что-то выясняют информацию. Вот, молодцы. Наверное, автобус ждут или кого-то ждут. Да. Одна спрашивает, в обед что будем делать? Так, тут можно воды попить. Воду отключили. Ну, не, вот есть. Тут вся информация. Тут гостиницы. Это заезд специально для таксистов. Только такси заезжают сюда, вот в эту линию, на эту линию. А обычным гражданам, кто встречает, провожает, это здесь вот сюда заезжает. Вот. Здесь вот посадчик контролирует в форме. Холодно. Больше 50 минут нельзя стоять. Ну, таксисты подъезжают. Дверь у них автоматические. Сейчас мы посмотрим, как он чистит. Вот, что чисто. Все, закрылось. И поехал. Посадка 420 йен, это значит $4 30 центов. Километр 200 метров. Потом будет щелкать, набегать по километражу. Камеры хранения. Там камеры хранения. Так. Ну что, заходим туда, идем, покупаем билеты, едем домой. Обед. Там рестораны, туалеты. Это вход на Шинкансен боковой. Ну все, ребята. На сегодня все. Прощаюсь с вами. Ставим лайки, комментируем, задаем вопросы, буду отвечать. Заходит. Так удобно, да, карточку приложил. Все прошел. Все, возвращаемся, ребят. Обратный билет. Это надо сюда. Центральный вход. Так, и нам надо так. Нара. Не в сторону Нары ехать. 8-я платформа, 8-я, 9-я. Ну,
подъехать. Вот, красавица. Значит, мы там побывали, посмотрели, поднялись, все сняли, солнышко снова. Обычный поезд 12:50. Через 5 минут отправления. 10-й платформы. Это 9-я. Не на 2, а тот зеленый, на 10-й. Просто я хочу в туалет зайти сейчас. Время еще есть. Вот. Здесь туалет. Женский, мужской. Так, включаюсь я в туалет. Вдруг там кто-нибудь есть. Тут зеркало. Вышли с туалета. Время еще есть 2 минуты. Вот это обычный поезд зеленый. Ну, можно с 9-й платформы на экспресс. Ну, ее надо 15 минут ждать. 10 минут ждать. Нет, 8 минут надо ждать. Ну, поедем на этом, на зиму. На обычном. Быстрее будет он. На каждый останавливается, но... Ну все, я выключаюсь.